Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лины Зинатуллиной. Вот о чем сегодня в выпуске. Больше доходов, немало и расходов. Работа проведена большая. Каким будет бюджет республики в предстоящем году, узнал Рамиль Шайдуллин. Из промзоны в жемчужину города. Промзону превратить в жилую красоту – это очень сложная, амбициозная задача. Как в республике работает механизм комплексного развития территории, расскажет Рамиль Галиулян. В Казанский зоопарк привезли слона. Я думаю, что они друг друга поймут. Но, тем не менее, он все равно смертельно опасный зверь. Чем его кормить, как за ним будут ухаживать и как его встретили казанцы, расскажет Алия Хайрудинова. Сегодня в Доме правительства обсудили основные прогнозы социально-экономического развития республики. Заседание прошло с участием Рустама Минниханова. Бюджет следующего года останется социально ориентированным, хотя Татарстан лишится части доходов, например, за счет отмены льгот на добычу полезных ископаемых. Однако рост экономики должен продолжиться за счет стабильного развития промышленности, сельского хозяйства и торговли. Что будет с зарплатами и где найдут средства? Рамиль Шайдуллин. Проведена большая работа, подготовка бюджета – это большой процесс. Бюджет следующего года больше, чем просто финансовый план. Он должен хотя бы повторить показатели этого года, чтобы продолжился устойчивый рост экономики. Сегодня мы пока обсуждаем те средства, которые мы мобилизуем на территории республики. Пока, к счастью, федеральных средств ясности нет. Эти цифры будут появляться. Раис республики, премьер, министры экономики и финансов, главы министерств, ведомств и районов озвучивает итоги первого полугодия. Несмотря на внешние ограничения и сохраняющееся санкционное давление, предприятиями и организациями республики продолжается работа по налаживанию новых кооперационных связей, перестраиванию логистических цепочек, поиску новых рынков сбыта, импортозамещения. Почти треть в экономике по-прежнему занимает добыча полезных ископаемых, далее промышленность, торговля, строительство, транспортировка, хранение и сельское хозяйство. Если в этом году АПК пострадал из-за засухи, то в следующем прогнозирует рост почти на 4,5%. Простые цифры. За 7 месяцев этого года ВРП республики вырос на 5% и превышает 2 триллиона рублей. Почти на 4% поднялся и индекс промышленного производства. Республика отгрузила продукцию на 2,5 триллиона. Продолжится ли этот поступательный рост и дальше по проекту? Да. Проект бюджета 2023 года называли экзаменом для экономики. Он был дефицитным и верстался в непростых условиях, когда сложно было делать прогнозы. На ближайшие 3 года ясности больше, но условия не легче. В связи с изменениями в федеральном законодательстве Татарстан лишится части льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, ряда компенсаций по акцизам и других доходов. С одной стороны, они уменьшают доходную базу, с другой стороны, увеличивают расходную часть нашего бюджета. В результате происходит серьезное утяжеление бюджета республики. При этом для устойчивого роста экономики нужно обеспечить бесперебойную работу предприятий, своевременно поставлять материалы и сырье, выстроить эффективную логистику, развивать рынки сбыта и повышать заработные платы. На 2024 год планируется рост реальной заработной платы на уровне 102,4%. Бюджет республики останется социально ориентированным. Задача от руководства Татарстана – осваивать все федеральные меры поддержки. Нам максимально надо участвовать во всех и национальных проектах, и федеральных проектах, которые сегодня есть. Прежде чем проект бюджета предстоящего года будет утвержден, его внесут на рассмотрение Кабинета министров и Госсовета в начале октября. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. По улицам Казани сегодня слона водили. Долгожданный гость прибыл из Москвы, и это стало настоящим событием для нашей столицы. Двухтонного красавца-малыша поселили в зоопарке «Река Замбези». Азиатский тяжеловес родился 3 года назад, а мы ждали великана почти 30 лет. Последняя слониха казанского зоопарка Вента умерла еще в 1994 году. Переезд Филимона готовили 1,5 года. Со слоном знакомились казанские зоологи. Много времени ушло и на создание комфортного транспортного контейнера. Как будут ухаживать за Филимоном, почему его имя перекликается с татарским и что он предпочитает на ужин? Одной из первых с гостем познакомилась Алия Хайрудинова.
Он уже освоился и по-хозяйски обходит свою территорию. Слона Филимона привезли накануне вечером. Его квартира в 2000 квадратов. Это с учетом придомовой площадки. А еще 5 кормушек. Трехлетний малыш с хорошим аппетитом. В день 120 килограммов на завтрак, обед и ужин. Мы шли, не знали, что слон здесь. И друзья буквально вот видео перекинули в WhatsApp. И я так была удивлена, очень обрадовалась. Первый раз видели, конечно, вообще понравился. Дочке особенно понравился. Очень рады, что у нас наш зоопарк все усовершенствуется. Филимон с московской пропиской родился в зоопарке. Его только отлучили от мамы. Новую родину для Филимона искали давно. Река Замбези стала лучшим вариантом, говорят специалисты. Здесь есть песок круглый год, это очень важно, да? Здесь большие площади. Вот, и мы совершенно спокойно передаем его. Слоны выхаживают в природе где-то до 20 километров в день. То есть должно быть хождение, это здесь обеспечено, вот эта возможность. Возможность все время занимать мозги. Он что-то должен все время решать какие-то задачи. Филимон еще совсем слоник, он маленький, его рост всего лишь 2 метра 18 сантиметров, а вот его папа Памир в 2 раза выше него. И по словам специалистов, если Филимон будет жить вот в таких вот прекрасных условиях, то он станет самым крупным, самым большим слоном в нашей стране. Самым сложным процессом оказалась перевозка. К ней готовились 1,5 года. Филимон весит больше 2,5 тонн. Для него готовили вольер, зоологов и сам контейнер. Сегодня Новоселы навестил Ильсур Медшин и рассказал о настоящей спецоперации по доставке Филимона в Казань. 60-тонный кран, сопровождение ГИБДД. Вы ехали с остановочками, чтобы там чтобы стресса не было. Такая, одно дело... Это мы готовили 1,5 года. 1,5 года готовили переезд. Конечно. Ну как в целом, по-вашему, как перенес? Хорошо. Да? Хорошо. И главное, что действительно готовили оба. И мы, и Казанский зоосад. 2 команды, да? 2 команды. Мы ездили в Пражский зоопарк, обучались, в зоопарк Двор Кралова. Учились там, в московском зоопарке, стажировки, учебы. Слону вообще запрещается заходить в вольер. Работа с слоном у нас происходит в защищенном контакте только через ограждение. Как говорят специалисты, Филимон очень любознательный. Каждый раз по-новому ломает игрушки, умеет работать палкой, обожает песчаные ванны. В зоопарке его имя понравилось посетителям. Созвучно со словом «филь», что в переводе с татарского «слон». Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Реновация территории у речного порта Казани столкнулась с проблемой. На пути преображения встали гаражи и железная дорога. Как будет развиваться это пространство, на примере улицы Портовой обсудили сегодня на выездном заседании Комитета Госсовета по жилищной политике. О планах трансформации старой промзоны в благоустроенный и развитый район города стало известно в прошлом году. По задумке разработчиков, новая Портовая – градостроительный проект, аналога которому в России практически нет. Территория станет уникальным пространством, в котором соединятся жилье, общественные и культурные сооружения, а также огромная зона отдыха. Как планируется реализовать проект с учетом возникших проблем, выяснял Рамиль Галиулин. Для города Казань это непростая территория. Одна из самых депрессивных территорий города постепенно обретает новую жизнь. Улица Портовая, промзона со складами, гаражами и заброшенными предприятиями должна превратиться в жемчужину Казани. Благодаря программе комплексного развития территорий здесь создадут новые общественные пространства и жилые комплексы. Первые ласточки уже появились. Возведено 4 высотки. Объекты показывают депутатам. В каждом доме в среднем 6-7 подъездов. В одной очереди 350 квартир, в другой очереди чуть побольше, это 450 квартир. Далее мы планируем развивать соседнюю территорию. Там мы уже переосмыслили нашу концепцию и запускаем бизнес-класс с подземной парковкой, с панорамными окнами. Идею о реновации когда-то заброшенной территории около 10 лет назад предложил Рустам Миниханов. Но только сейчас пазл начал складываться, но не все так гладко. По словам архитекторов, основная проблема новой Портовой – изъятие земель гаражных кооперативов. Как подсчитали, здесь около 300 собственников, со всеми придется договариваться. Мы столкнулись с тем, что здесь действует гаражная амнистия.
идти там порядка 300 участков, которые как бы не оформлены, они в любой момент могут дооформиться и вылезти, соответственно, предъявить претензию, что их не уведомляли как положено. Плюс к этому есть недооформленные гаражи, которые тоже имеют право зарегистрироваться в упрощенном порядке. И вот мы на протяжении полугода оформляем активно земельные участки, даем людям всем возможность прийти в рамках дачной амнистии дооформиться. В ближайшие 15 лет на территории в 300 гектаров должны появиться 20 жилых домов. Это около 1000 квартир, новые общественные пространства, комфортные зеленые зоны, деловые и коммерческие центры. Кроме того, планируется создание 12-километровой набережной. Развивать портовую будут в 2 этапа. Сначала запланировано строительство 2 транспортно-пересадочных узлов, 300 тысяч квадратных метров жилья и крупного образовательного кластера из школ и детских садов. Практика показывает, что если мы опоздаем даже с детским садом, уже появляется дискомфорт. Здесь тем более территория активно оснащенная коллекторами там, и прочими вещами. Потом, промзону превратить в жилую красоту — это очень сложная, амбициозная задача. Закон о комплексном развитии территорий подписал Владимир Путин в конце 2020 года. Он подразумевает современный подход. На месте стагнирующих зон возведение целых кварталов с продуманной инфраструктурой. Но, как отметили на заседании, в Татарстане механизм пока так и не заработал в полную силу. В самом краешке вот этой верхней косы у нас находится элеватор, к нему у нас идет железнодорожный путь, действующая ветка, на которой у нас сидят и потребители, которые пользуются этой железнодорожной веткой, ну и железная дорога, это объект федерального значения, функционирующий, который, соответственно, включить в комплексное развитие невозможно. Дальше у нас есть вопросы, которые связаны с тем, что эта территория требует инженерной защиты, строительства берегоукрепления. Как подчеркнули, в Татарстане к 2030 году в рамках программы объем строительства жилья достигнет 5 миллионов квадратных метров. У нас есть большая очень территория, так называемая Восточная Дуга, в городе Казани, граничащий с Петричинским районом. Поэтому мы думаем, что именно там весь потенциал под жилищное строительство Восточной Дуги. Когда мы решим там проблемы с транспортом и инженерной инфраструктурой, надо будет заводить посредством решения КРТ. И сегодня на заседании комитета анонсировали преображение по программе комплексного развития московского рынка Казани. Работы начнутся в конце года. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов посетил международную выставку коммерческого транспорта в Москве. В сопровождении генерального директора КАМАЗа Сергея Кагогина раис республики посетил стенд татарстанской компании. КАМАЗ представил почти 30 экспонатов. Среди них тягачи, самосвалы, беспилотные К-5, малые и среднетоннажные грузовики КАМАЗ-Компас. Рустам Минниханов осмотрел двигатели и коробки передач. Также здесь представлены КАМАЗы, производимые из новых компонентов. Из-за смены поставщиков из недружественных стран инженеры импорта заместили более 2000 позиций. Татарстанское такси едет мимо реестров и пассажиров с тощим кошельком. В Казани появились первые негативные последствия изменения законодательства о частном извозе. Как услуга подорожала с опережением, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов провел заседание инвестиционного совета республики. Здесь были одобрены 8 проектов. В Алексеевском районе построят новую гостиницу на 100 мест. Раис республики предложил продумать фасад здания, чтобы оно стало украшением города. На набережной Казанки у Ривьеры появится многофункциональный комплекс с конгресс-центром. В Альметьевске возведут киноконцертный зал. В Набережных Челнах построят завод по производству техники для активного отдыха и спорта. Это электроснегоходы, внедорожные байки, спортивные автомобили. Также появится производство бортовых платформ для грузовиков. Кроме того, в Чистополе и Зеленодольске запустят производство строительных смесей и возведут базу отдыха. В Лаишево развернется новое производство электроники и робототехники. Запустят в Татарстане и линию эндопротезов для суставов. Татарстан в ожидании крупного международного события. Завтра на Казанэкспо откроется первый российско-китайский бизнес-форум «Ростки». В этом названии буква «Т» символизирует Татарстан как благодатную почву для делового сотрудничества России и Китая. На форум заявились более 5000 гостей из 24 стран. Уже сегодня в Казани повсюду звучит китайская речь. В некоторых отелях ресепшн оформлен в стиле поднебесный. На Казанэкспо почти готова чайная комната. Дмитрий Аренин сам все увидел. Я люблю Республику Татарстан и город Казань.
Иржан Бекчентаев раньше учился в Казани, сейчас в Китае возглавляет технологическую компанию по производству промышленного оборудования. На форум бизнесмен приехал искать новых партнеров. Есть много перспективы. То есть здесь многих российских компаний уже технология обновляется, и на этом многих новые оборудование появляется. В форуме участвуют 5000 человек. Большую часть размещают в этом отеле. Здесь на ресепшене делегаты получают бейджики участника. Для этого установлены специальные электронные терминалы. Всем гостям помогают волонтеры. Говорят на китайском и английском языках. Предстоящие 2 дня участники проведут на Казань-Экспо. В рамках форума здесь пройдут международная выставка Russia China Expo и выставка машиностроения, металлообработка, сварка. Что мы можем поставлять Китаю? Понятно, что в Китае есть, наверное, все. В функционале и даже в цене мы можем уверенно создать конкуренцию Китаю. И есть такой интересный момент, как бы работая на именно поле станкостроения, мы понимаем то, что и Турция, и Китай металл завозят, покупают у нас. На форуме запланированы тематические сессии. Это сотрудничество в машиностроении, IT-логистики. Пройдет молодежный российско-китайский форум. Меня учат играть в китайские шахматы, рассказывают, как ходят фигуры. Гости форума смогут лучше узнать культуру и традиции 2 стран. В кулуарах будут проходить различные мастер-классы и выставки. Оборудован павильон для китайской чайной церемонии. Такая как фотозона, и вместе с ней будет также, вы сможете примерить китайскую одежду, называется ханьфу. Вот так она примерно выглядит. Это разные виды одежды, тут от таких накидок до различных жилетов. В этом году российско-китайский товарооборот вырос на 40% и превысил $100 миллиардов. Китай – один из ключевых внешнеэкономических партнеров Татарстана. По итогам минувшего года товарооборот составил рекордные $1,5 миллиарда. Как ожидают, форум станет благодатной почвой для новых бизнес-контактов. Бизнес – это, наверное, для нас сейчас самое главное, для того, чтобы эти контакты получили какие-то конкретные плоды, вот эти наши ростки, чтобы дали. Поэтому мы сегодня все для этого, в принципе, создали, как оргкомитет, как правительство Татарстана. Вот. И, конечно, при поддержке Раисы нашей республики, который лично примет участие во многих мероприятиях форума. Форум будет идти 2 дня. Для желающих попасть на Казань-Экспо от Камаловского театра будут курсировать специальные автобусы. Дмитрий Айрин, Алмаз-Зейдинов, ТНВ, Казань. О предстоящем международном форуме Digital Week, который пройдет в столице Татарстана с 20 по 22 сентября, говорили сегодня в Москве. В информационном агентстве «Итартас» прошла пресс-конференция. По словам федерального министра Максута Шадаева, на сегодня для участия в Digital Week заявились более 1000 спикеров. Около 400 заявок от специалистов и экспертов отрасли уже одобрено. Пройдет форум на площадке Казань-Экспо, где компании развернут свои экспозиции. По словам министра, это самое масштабное в сфере высоких технологий российское мероприятие. И с этого года бесплатное для всех его участников. С учетом большой популярности, большого спроса, значит, и необходимости, в общем, снижения барьеров на распространение, значит, знаний, технологий, участия в экспертных дискуссиях, значит, вот, хочу поблагодарить правительство, значит, Республики Татарстан, то, что пошли на такую меру, вот, и в этом смысле обеспечили свободный доступ. Повестка самого форума – это вопросы импортозамещения. Несмотря на то, что у нас 10 главных направлений форума, и они охватывают от сельского хозяйства до сферы здравоохранения, культуры, финтеха, кибербезопасности, интернета вещей, промышленности. 2500 обращений за 3 месяца, более 3000 решенных вопросов. Сегодня депутаты Госсовета ознакомились с работой Фонда «Защитники Отечества». Он помогает участникам СВО, ветеранам боевых действий и их семьям. Это юридическая, психологическая, социальная и другая помощь. Персональные координаторы круглосуточно на связи с подопечными. Это 825 человек. С какими вопросами чаще всего обращаются в фонд и как он будет развиваться дальше, узнал Павел Драгунов. Погиб муж в СВО, и я хотела бы, обратилась к вам.
Лилия Кадырова и Марсель Мубаракшин в браке 13 лет. Супруг работал в полиции. На специальную военную операцию ушел добровольцем. Погиб в мае. В фонде «Защитники Отечества» помогли Лилии оформить все документы для получения выплат. Однако соцзащита заморозила единовременное пособие на погибшего в зоне СВО. Сегодня она вновь здесь. Я пришла в первую очередь к ним сюда, чтобы они мне помогли. Вот сейчас девочки, они все созваниваются, решать проблему эту пытаются. Период выплаты, он все-таки маленький, есть какой-то период. И уже прошло, можно сказать, 4 месяца. Вот. И они всячески пытаются решить данную проблему. Зал предназначен для работы. Сегодня депутаты Госсовета познакомились с работой фонда, приемное отделение, кабинета психологической и юридической помощи. Парламентарии узнали, какая помощь нужна от республики. Наши депутаты, они тоже активно оказывают как благотворительную помощь, так и помощь семьям и погибшим, и тем семьям, которые находятся в СВО, детям. Вот, как я говорила на заседании, есть вопросы уже медико-психологической помощи, в том числе и детям. В Татарстане фонд «Защитники Отечества» заработал с 1 июня. За лето к ним обратились более 2000 человек. Это участники СВО, ветераны боевых действий и их семьи. Чаще всего вопросы возникают по денежным выплатам, присвоению статуса, получению мер социальной и психологической поддержки. Задача самая первая, которая сегодня стоит, это расширение службы, как это планировалось изначально, чтобы сотрудники фонда у нас заработали в каждом муниципальном образовании Республики Татарстан. Сейчас социальные координаторы работают в 19 районах Татарстана. Обслуживают несколько муниципалитетов сразу. На персональном сопровождении у них сейчас находится 825 человек. К концу года такие координаторы появятся в каждом районе Татарстана. Павел Драгунов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани выбирали лучшего госслужащего республики. В конкурсе участвуют 74 претендента из 33 министерств и ведомств. Он проходит в 2 этапа. Госслужащие показывают свое знание законов, владение 2 государственными языками республики и 1 иностранным. Защищают свои проекты по социально-экономическому развитию Татарстана. Имена победителей огласят в День Конституции республики. Казань 19-й год становится местом притяжения кинематографистов мусульманского мира. В этом программа фестиваля еще шире, а новых участников больше. За главный приз будут бороться 52 кинокартины из 21 страны. Свои фильмы представляют режиссеры из Ирана, Индии, Ирака, Марокко, Турции, Греции, Омана, Туниса, Бангладеша, Пакистана, Египта и других. Картины уже идут в казанских кинотеатрах, проходят творческие встречи с режиссерами и актерами. В рамках фестиваля в Казанском Кремле сегодня открылась выставка, посвященная столетию татарстанского кинематографа. Продолжит Вероника Гайнудинова. Осветительные приборы, тот, который чуть подальше дает самый мягкий свет, а тот, который чуть подальше, слева от нас, он настолько мощный, что если его сейчас включить, то он выпьет пробки буквально из всего здания. На выставке каждый экспонат уникальный. Кинокамеры, рупор, электромегафон, синхронный магнитофон, на который записывали звук на съемках художественных фильмов. Здесь все, что использовали для татарстанского кинопроизводства. Обращались именно для использования этой кинокамеры профессиональные операторы для, например, союзных журналов, таких как «Дружба народов», например, или «Татарстан». И большая часть кинохроники была снята именно на эту камеру. Она пользовалась большой популярностью. Выставка открылась в рамках фестиваля мусульманского кино. Она посвящена столетию татарстанского кинематографа. Здесь рассказывают, как создавали Таткино, и показывают первый фильм «Булат Батыр». Толчком для создания такой экспозиции была как раз вот эта дата, 95 лет фильму «Булат Батыр». Потому что нам хотелось показать, что можно немое кино посмотреть. Это оцифрованная версия, которая хранилась долгое время в Госархиве Российской Федерации. В программе фестиваля есть презентация кинорынка, сегодня регионального, что сейчас создают в Татарстане, показывают российским и зарубежным специалистам. Это первый полнометражный татарский анимационный фильм «Эльдермештен Эльмендер» и мультипликационный фильм «Туган Батыр». Его имя Туган, и он родной для всех. То есть он будет путешествовать по планете, находить себе друзей на всех континентах, во всех странах и побеждать злодеев. Вот, у нас такая задумка, и через наш проект мы будем нести правильные ценности, правильное воспитание молодому поколению и показывать наши традиции и нашу историю. В этом году в конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны. Свои фильмы представляют режиссеры из Ирана, Индии, Ирака, Марокко, Турции, Греции, Омана, Туниса, Бангладеша, Пакистана, Египта и других. И
Иран знакомит со своей киноиндустрией зрителей здесь уже 15 лет. В этом году приехали лучшие представители киноиндустрии Ирана. Привезли 3 фильма на конкурсную программу. Рад видеть здесь действительно хорошее кино. Фестиваль стал отличной площадкой, куда приезжают представители многих стран, в том числе из арабского мира. Аль-Муханат Кульсум из Сирии привозит свои фильмы уже 7 лет. За это время выучил русский язык. Казанский кинофестиваль для меня и для других друзей интересное место. И можно найти что-то и общий язык с разных культурах. Кинофестиваль всегда он старается сделать что-то новое. Сенегал в фестивале участвует впервые. Приезжали на Казан-саммит, теперь будут знакомить зрителя с африканской киноиндустрией. У нас есть документальный фильм «Моя мать», который идет в соревновании. И у нас есть тоже жюри Муса Туре, большой режиссер у нас в Сенегале, который тоже приехал. И мы очень рады в том, что мы смогли хотя бы небольшую дверь открыть сенегальскому искусству здесь, в Татарстане, здесь, в Казани. Все фильмы мусульманского кинофестиваля показывают в 3 казанских кинотеатрах. Вход свободный, необходима только регистрация. Программа и подробная информация есть на сайте. Фестиваль продлится до 9 сентября. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте! Исяммисыз в студии Наиль Дяхате. В Татарстане погода все больше становится похожей на осеннюю. Синоптики повсеместно прогнозируют дожди. Подробнее через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в сентябре со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафа-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево в четверг весь день пасмурно, а периодически пройдут дожди. Ночью 10, днем всего 17 градусов тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге также будет облачно, пройдут сильные дожди. Температура ночью и днем почти не отличается. Ночью около 14, днем 15 градусов тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в предстоящие сутки тоже ливни, однако будут чуть теплее, ночью плюс 14, днем до 17 градусов тепла. В Арске, Кукмаре и Балтаси немного холоднее, ночью 12 градусов тепла, днем всего плюс 13. Весь день будут лить дожди. В Болгаре, Дрожжаном, Буинским похожая ситуация. Дожди повсеместно и довольно холодно, ночью около 10, днем до 14 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше ночные и дневные температуры практически идентичны, ночью около 13, днем около 15 градусов тепла. Облачно, осадки ожидаются в течение всего дня. А что с погодой в Казани, узнаем прямо сейчас. В Казани в предстоящие сутки погода будет по-настоящему осенней. Дожди будут лить весь день. Температура понизится. Ночью будет около 11 градусов, а днем до плюс 13. Ветер чуть усилится. Он будет дуть с юго-востока со скоростью 6 метров в секунду. Давление в норме, влажность воздуха около 75%. Магнитное поле спокойное. На этом все о погоде. Всего доброго. Кенерегес унышлы болсын.